Уважаемый Куанышбек Сатындеевич, вы человек-политик, обладающий большим опытом в государственной службе. Видите ли вы решение той или иной проблемы, которая на сегодняшний день еще не преодолена, особенно возврата мигрантов в Кыргызстан из других государств? Возможно, у вас есть рекомендации и предложения руководителям страны. Я на эту тему в течение последних 10 лет постоянно вносил свои предложения, особенно в феврале, марте, апреле месяцах текущего года в виде обращения президенту Жогорку Кеңеш и правительству Кыргызской Республики. В последний период в борьбе со всемирной пандемией коронавируса с целью экономии бюджетных средств надо было еще в начале 2020 года менять государственную систему власти, включая местные органы власти, оптимизировать в сторону качества, мобильности и оперативности работы правительства Кыргызской Республики. Сейчас, как говорится, лучше поздно, чем никогда, надо безотлагательно создать независимую экспертную группу, включая представителей общественности для разработки и внесения предложений в течение 10 дней и принятия решений по данному вопросу. Предлагаю инициативу взять в свои руки президенту Кыргызской Республики. Во-первых, нужен план работы правительства, которого нету, на период ЧП и выхода из кризиса, подъема экономической ситуации после пандемии коронавируса, определить приоритеты в экономике, дальнейшее развитие энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, туризма, малого и среднего бизнеса и освоения природных ресурсов в стране. Во-вторых, принимая во внимание сложившиеся сегодня трудные времена, я бы рекомендовал пересмотреть установленные тарифы заработных плат в сторону уменьшения, если они считают себя патриотами, а сотрудникам системы здравоохранения, органов внутренних дел и иных органов, трудящимся во время чрезвычайного положения, повысить. В-третьих, при рассмотрении структуры правительства Кыргызской Республики обратить особое внимание на те отрасли, которые оказались очень нужными в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Например, на Государственную службу миграции при правительстве Кыргызской Республики. Ранее функционировал Государственный комитет в составе правительства страны. В то время были открыты представительства этого Госкомитета в крупных городах России и Казахстана. Были налажены тесные связи с кыргызскими диаспорами в регионах Казахстана, России, Узбекистана, Турции, Арабских Эмиратов, Китая, странах Европы и Америки. Были обеспечены конституционные права наших мигрантов принять участие на выборах президента страны. Был создан миграционный фонд. Этот фонд пополнялся в основном от помощи Международной организации по миграции, Международной организации по труду, структуры Верховного комиссара по делам беженцев при ООН, ПРООН, других международных организаций и меценатов нашей страны и зарубежных государств. С миграционного фонда ранее оказывали материальную помощь нашим мигрантам, оказавшимся в такой ситуации, как сейчас, а также для доставки груза 200 погибших, умерших наших соотечественников за рубежом. С помощью МОМ были созданы брошюры паспорта безопасности, где были указаны права и обязанности наших мигрантов, убывающих в Россию, Казахстан, выдержки необходимых статей законов, адреса телефона, имейл наших посольств, миграционных представительств, кыргызских диаспор. То есть в случае необходимости наши граждане, находящиеся в этих странах, знали, куда и к кому обращаться. Эти паспорта безопасности выдавались бесплатно при покупке железнодорожных билетов. Сейчас неизвестно, куда делся этот фонд. Госслужба миграции при правительстве могла бы даже обязана возобновить эту работу и оказать помощь нашим мигрантам, находящимся за рубежом, не ожидая средств от правительства, которых и так не хватает. Сердце разрывается от слез наших граждан, уволенных, сокращенных с работы в связи с эпидемией коронавируса, не имеющих денег на жилье, питание, лечение и не имеющих возможности вернуться на родину. К большому сожалению, на сегодня отсутствует системной миграционной политики Кыргызстана, ведь наша страна экспортирующая трудовые ресурсы государства. Было бы хорошо, если бы депутаты Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики обратили особое внимание на то, насколько образованный человек руководит этой отраслью, а не только высказывали свои требования перед президентом и главой правительства. В-четвертых, обеспечить народу достоверной информацией о планах работы правительства, комендатуры и органов местной власти. Своевременно информировать население о материальных затратах и государственных денег, о международных кредитах, грантах, гуманитарной помощи и целенаправленное использование средств от фондов. Интервью Куанышбека Исабекова, источник Назар Ньюс.